Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное вам спасибо за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии. Земной вам поклон. Тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Как он там без меня? Что делает? Как поживает? Если тема вам интересна, пожалуйста, присоединяйтесь к моему гаданию. Посмотрите на песочек, загадайте на мужчину, представьте его, назовите по имени и задайте такой вопрос. Как он там без меня? Как поживает? Чем занимается? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар, прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте же посмотрим, что нам расскажет песочек о вашем человеке. Что тут такого у нас происходит? Так, ну сразу скажу, вот бросается в глаза, у человека жизнь непростая. Сейчас человек может быть в двух состояниях. Либо убивается в усмерть на работе, очень много работает, либо человек болеет и переживает за свое будущее. Очень много сложностей, очень много проблем, очень много колючек вышло. Колючки, такие, знаете, и рваные линии, и острые линии. Здесь человек вот именно реально страдает, и жизнь ему сейчас какая-то вот тягость. Он может быть богат, он может быть, ну, как вести фривольную жизнь, но при этом человек в душе страдалец идет. Страдалец, ему никогда не дается то, чего по-настоящему хочет. Он сам себя обманывает. У этого человека, знаете, вот опять же таки, может карма вылазить таким образом, да, когда человек сам себе на уме, да, про таких говорят, с двойным дном, то есть такой, который не прогадает, да, ушлый немножечко мужичок, но при этом сам себя обманывая, да, то есть он всегда стремится, чтобы не вашим, не нашим, а мне. Но при этом где-то он должен жертвовать либо любовью, либо отношениями, либо возможностями. То есть это человек страдалец, вот как хотите. Внешне может быть благоприятный, но он в душе страдает. Ему не хватает любви, ему не хватает счастья. Люди есть, общение есть, интим есть, но ему не хватает, вот реально, ему не хватает. Вот этот песок идеально подойдет тем, кто не вместе, тем, кто разошлись, либо люди, которые на расстоянии находятся, да, либо, смотрите, даже нет, не на расстоянии. Здесь между вами как будто бы отношения либо были и закончились, либо только лишь намечаются эти отношения. То есть вы живете своей жизнью, он живет своей жизнью. Вот только для таких девочек подойдет это гадание. Если вы смотрите на своего любимого, с которым у вас сейчас, ну, расстояние, да, в командировку уехал, либо на вахту, то это не ваш песок. Здесь именно человека показывают жизнь без вас. И этот человек, смотрите, он к вам очень хорошо относится, он к вам расположен. Это не любовь. Вот в прямом смысле слова, что вот она любовь, он вас любит. Нет, я не могу так сказать. Я лишь могу сказать, что у человека очень теплые чувства в сердце. И эти чувства, они незрелые. То есть их нужно развивать, эту любовь нужно проращивать, да, вот как прекрасный цветок. Посадить семечко, поливать водичкой, и он будет расти, потом распустится в прекрасную розу, это и будет ваша прекрасная любовь. У вас сейчас именно стадия того, что вот семечко начало давать рост. То есть как бы до любви, понимаете, еще далековато. Но, тем не менее, у чувства есть, чувство настоящее. Это не какой-то там по нижним чакрам, да, интерес. Не интима он от вас в первую очередь желает, а именно ему нужна душевность, ему нужны ваши какие-то разговоры, какое-то общение, ваш добрый взгляд, ваши ласковые прикосновения. То есть вот это, либо это уже было между вами, он об этом все время помнит и успокоиться не может, либо он этого очень сильно желает на свое будущее. У человека, смотрите, вот он вышел в центре. Видите, он сейчас пытается и туда, и сюда, пытается что-то делать, взрастить. Опять же таки, взрастить либо бизнес, работу взрастить, либо здоровье
здоровье взрастить свое. То есть у кого-то может быть комбо, и здоровьем плохо, и с бизнесом плохо. Этот человек, он, ну, как знаете, под колпаком находится, да, причем этот колпак он одел на себя сам. Не кто-то ему одел этот колпак, не из-за кого-то эта ситуация произошла. Где-то он виноват сам, где-то был невнимательный, где-то был неаккуратный в делах ли, в работе ли, в общении ли. То есть человек понимает, что во всем виноват он сам, но он это принимает, знаете, так, с прикрытым глазом, да, то есть он не согласен на все 100, но при этом как бы от этого ему не легче, да. Вынес ли он урок? Да, конечно, вынес. Поступит ли он еще так? Никогда. Но ситуацию нужно решать сейчас. А он как будто бы, знаете, обессилен. Вот нет у него сил, нет возможности на то, чтобы что-то решать, как-то двигаться вперед. Он сейчас больше вот пытается, знаете, как, ну, аккумулировать силы, да, аккумулировать себе, чтобы какой-то вот решающий рывок сделать. И вот этот рывок, он будет действительно, либо он придет победителем к финишу, либо он останется последним, и вот этот финиш уже никогда в его жизни не наступит. Я даже больше скажу, если мужчина больше, чем 55, то есть 55 плюс, то у этого человека даже могут быть какие-то, ну, серьезные неприятности по здоровью. А здесь нужно прям глаз да глаз, и, конечно же, терапию, профилактику прям заниматься нужно. Я не вижу, чтобы этот человек активно занимался своим здоровьем. Ну, если уж совсем не в моготу, да, он пойдет там укольчик делает, да, таблеточку примет, но так, чтобы конкретно какую-то терапию, нет. Только экстренная какая-то, экстренная операция, экстренная помощь. То есть этот человек, он, знаете, немножечко подсознательно даже себя наказывает за то, что он где-то протупил. А протупил он, извините меня, конкретно. Да. Что касается вас, ну, он без вас, конечно, ну что ты скажешь, плохо ему без вас, очень-очень плохо. Будь вы рядом, вы бы, конечно, его поддержали. Я просто вас вижу, вы такая нежная, вы такая заботливая, а вы вообще ничего не боитесь. То есть для вас любая проблема, любое какое-то дело – это ерунда. Вы знаете, вы просто засучите рукава, да, вот так потрете ручки и пойдете делать. Причем будете делать очень и быстро, и просто прекрасно, да, все будете на себя вскидывать, да, все это перерабатывать и просто конфетка на выходе. Это ваша отличительная черта, и он о ней знает, либо догадывается, либо знает, он это все уже про вас считал, прочитал. Вы для него, конечно же, такая веревочка, которая связывает его, ну, с интересом к жизни, да, вот интерес к жизни, чтобы что-то делать дальше, чтобы продолжать, чтобы бороться. Если вы только лишь присматриваетесь, если вы только там встречаетесь, да, либо хотите там где-то встретиться, пожениться, там на будущее вы что-то себе думаете, то этот человек, да, он вами живет, он вами дышит, вы его стимул, вы та, кто толкает его вперед, кто не дает ему в этом болоте просто-таки уже, ну, понимаете, до самых ушей дошла эта вот жижа, не дает захлебнуться в этом болоте проблем и трудностей. Но а если вы не вместе, то этот человек живет надеждой, что он с вами когда-нибудь встретится, поговорит, пообщается. Он не оставляет этой мечты, потому что, смотрите, вот вы, вот он, и вот чаша между вами. Но чаша немножечко косая. Почему косая? Потому что он не готов. На сегодняшний день он ни физически, ни морально не готов к встрече с вами. Этот человек немножечко гордый, этот человек немножечко такой, знаете, вот опять же таки, да, у него есть какой-то свой интерес, у него есть какие-то свои и фобии, и какие-то заморочки свои внутренние. То есть у него есть свое представление об отношениях и о том, как эти отношения строить. Из-за этих заморочек он уже страдал в своей жизни, причем страдал не раз. Это вообще ему ничего не научило. То есть ему вот его вот эти комплексы перебивают, в принципе, все в жизни. Все возможности, все хорошие, позитивные какие-то сдвиги. Наоборот, он себя тормозит. Так что, мои дорогие, этот человек еще очень-очень надеется на вас и на встречу с вами. Я не скрою, я вижу, что здесь у него были какие-то мысли, да, что я там где-то кем-то перебьюсь, да. Может быть, даже сейчас он с кем-то находится вместе. Может проживать женщина, может, даже у него может быть семья, но он там абсолютно несчастлив. Он там просто какая-то загнанная лошадка, которую все используют. При этом он сидит и думает, что нет, это я, типа, тут король, царь зверей. И
ну, типа все под мою дудочку пляшут. На самом деле нет, это его такая, знаете, заманушка и обманка, чтобы уж совсем не пасть духом. Этот человек, он так, знаете, он ходит по грани, очень тонкая грань. Ну, я бы даже сказала так, что у человека сейчас ситуация между жизнью и смертью. Вот извините, у кого-то действительно может отыграться. Причем это именно его внутреннее ощущение, его душа так себя чувствует. Конечно же, это сказывается и на физическом здоровье, конечно же, это сказывается на его поведении. Как он без вас? Очень плохо он без вас. Что в жизни происходит? Да проблемы у него сплошные в жизни происходят. Мои дорогие, это человек, который должен пройти это испытание. Его испытание, оно сейчас прям сам, знаете, самый эпицентр его испытаний происходит именно сейчас. Самые страшные грозовые тучи именно сейчас набежали и над его головой летают. Переживет ли? Ну, я думаю, что переживет. Это испытание он переживет. Но как он из него выйдет? Либо он выйдет надломленным, и тогда ему потребуется очень долгая реабилитация. Либо он выйдет победителем, и тогда этот мужчина действительно захочет жить. Жить, творить, любить, а тогда ждите его. Он к вам придет, потому что в его сознании, в его подсознании вы ассоциируетесь с счастьем, с любовью. То есть любовь, счастье, теплый, уютный дом, семья, радость – это равно вы. Понимаете? Никакая не другая женщина, именно вы. Что я могу сказать, мои дорогие? Молитесь за этого человека, просите за этого человека, чтобы облегчили ему его долю, чтобы не давали ему таких тяжелых испытаний, и чтобы человек поскорее вышел победителем из всех этих испытаний. Если так случится, человек это будет ваш. Он к вам сразу придет. Вот прям помяните мое слово, неожиданно, негаданно вырастет как из-под земли, как гриб после дождя. Прям придет под любым надуманным предлогом. И неважно, замужем вы, одинокая вы, что происходит в вашей жизни, придет и скажет: будь моей, я такое пережил, мне так было плохо, мне так было страшно, и мысли о тебе меня спасали, и я вот четко теперь понимаю, что мне не нужно тратить свое драгоценное время жизни просто так впустую, его нужно потратить на то, чтобы быть с тем человеком, кого я люблю, кто мне действительно искренне важен и нужен, и этот человек, это именно ты, моя дорогая. Вот тут еще предложением пахнет, мои дорогие. Счастья вам, удачи вам. И определитесь за себя, нужен, не нужен, а потом уже действуйте. Потому что если вы за него попросите, он обязательно придет. А если он вам настолько не нужен, насколько вы думаете, то вы еще потом будете от него отмахиваться, еще и не выгоните его. Прям пристанет к вам и все, скажет: все, либо моя, либо ничья. Вот так вот, мои милые. Так что, так, думайте, решайте, поступайте правильно. На этом моя отсыпочка закончена. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.